Фатима, да будет доволен ею Аллах, пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «Поистине, я устаю. Помоги нам, дай нам денег, прислугу». Что же сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал: «Я не помогу вам, оставив без помощи бедных». Ахлю Суффа. Когда она вернулась домой, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, навестил их и сел между ней и Али. Да будет доволен ими Аллах. Когда они лежали в постели, и стал говорить им о великом сокровище. Что это за сокровище? Поминание Аллаха. Он сказал: перед тем, как лечь в постель, скажите Субханаллах 33 раза, Альхамдулилля 33 раза, Аллаху Акбар 34 раза. И поистине это лучше для вас, чем иметь прислугу. Поминание Аллаха укрепляет тело. Поминание Аллаха укрепляет здоровье. Поминание Аллаха излечивает от болезней. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о выстаивании ночи, которое по своей сути является поминанием Аллаха, велик он и славен, что оно отталкивает болезни. Выстаивание ночи избавляет от рака, от СПИДа, от диабета и гипертонии. Потому что поминание Аллаха ночью, в одиночестве, наедине с Аллахом, избавляет от болезней. О Аллах, исцели нас и всех больных мусульман. Дорогие братья, поминание Аллаха — это лекарство. Наша проблема, наше несчастье в том, что мы мало поминаем Аллаха. Мы заняты лечением лекарствами и поиском решений. Некоторые люди спрашивают других: «Как ты смог вылечиться? Как же ты смог вылечиться?» И им отвечают: «Клянусь Аллахом, мне посоветовали одного человека на юге, который лечит Кораном, и больной едет к нему. Другие говорят: есть женщина, которая лечит прижиганием в такой-то стране. Третьи говорят: есть мужчина в Южной или Восточной Африке». Хорошо, а ты зикры делал? Нет. Ты уделяешь поминанию Аллаха час каждое утро. Если хочешь излечиться, удели больше времени поминанию Аллаха. Если до этого ты уделял зикру полчаса, удлини это время до часа. Вместо того, чтобы ездить по разным странам, просто поминай Аллаха по часу в день. Также выдели час на поминание Аллаха вечером, час на поминание глубокой ночью. Поминай Аллаха вместе с поминающими. Помни, что сказал Аллах, велик он и возвышен. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. По причине истихфара не спосылается дождь. Неужели не спошлется также и излечение? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто постоянно просит Аллаха о прощении, то есть занят поминанием Аллаха, кто постоянно просит Аллаха о прощении, получит избавление от любой беды. Ведь самые главные трудности — это болезни, колдовство и зависть, которые имеют место среди людей, а также вопросы деления имущества между наследниками. Аллах приготовил для него избавление от любой беды и выход из любой трудности. Аллах одарит его благами, которые человек и не ожидал получить. Чем же он его одарит? Одарит имуществом, верой, наставит на правильный путь, одарит женой, одарит детьми, благочестием, нравом. И все это, откуда человек даже не ожидал. Главное, чтобы его язык был занят поминанием Аллаха.